алейкум, эфирде «Истина» программасы мен София Шукурова чалышам. Бүгін біз Қырым-татар хореография ақында сөз үрсетежекміз. Студиямызда Назире Эмир Белли, балетмейстер, хореограф. Назире ханым, хош келдіңіз. Ассаляму алейкум. Ойын дүниясына насыл келдіңіз? Ну, я танцую очень давно уже. Я не помню, когда начала, с самого детства. Начиналось все так примитивно, как бы дома, когда приходили гости. Веселила, танцевала. А потом со своими друзьями во дворе мы устраивали импровизационные концерты. В 10 лет я записалась в танцевальный кружок. Мы ездили на фестивали, на конкурсы. Меня это так затянуло. Я влюбилась в танец, в его волшебство, в его красоту. Ну и решила посвятить себя, свою жизнь хореографии. Но для этого нужно было учиться. Я поступила в хореографическое училище в 1983 году, успешно его закончила. Ну, какое-то время работала артисткой балета. Мне захотелось ставить танцы. Но опять же, нужно образование. Я поступила в Ташкентский государственный институт культуры, закончила его, и вот с такого наивного, может быть, хобби танец стал смыслом моей жизни. Hocalarınız kim edi? Это в Ташкенте? Да. Ой, у меня были прекрасные педагоги. Дело в том, что после войны Великой Отечественной в Узбекистан приезжали все элитные педагоги с Санкт-Петербурга, с Ленинграда, с Москвы, с Перми. У меня были прекрасные педагоги. Вот сейчас мы тесно общаемся, уже прошло 40 лет, но мы не теряем связь. Это Ольга Александровна Быкова, мой педагог. В данное время она балетмейстер, работала балетмейстером музыкального театра. Сейчас у нее своя школа балета. У меня были прекрасные педагоги Белин, Ижицкий, по народному танцу, по классическому танцу. И Раиса Суповна – это преподаватель узбекского танца. Назире ханым, неден илхам аласınız? Вдохновение беру в самой жизни. Все, что меня окружает. Но это, конечно, наша природа Крыма. Наше море, наши горы. Ну, близко очень из всех сфер мне музыка, крымско-татарская музыка. Когда она меня не только вдохновляет, она мне дает идеи для создания новых номеров. И когда хореография гармонично сливается с музыкой, получается цельное произведение. Но для меня это то, что управляет моей работой, и это смысл моей работы. Я к этому всегда стремлюсь. Могу сказать, я музыку танцую. Назире ханым, бүгінгі күнде хореография насыл инкишаф еті? Но сегодня крымско-татарская хореография находится в таком состоянии, не как раньше. Она обогатилась, усложнилась техника, усовершенствовалась лексика танца. Но если взять народную, традиционную крымско-татарскую хореографию, то здесь уже история другая. Стилизация до неузнаваемости. Можно поподробнее, что имеется в виду здесь? Начиная, если взять костюмы, музыку, ставят народный танец Агырава ве хайтарма. Это народный традиционный танец. Есть определенные каноны. Используют костюм совершенно несоответствующий. То есть шьют халаты верхние, ну, напоминают мне божьих коровок или бабочек. Вот. Неправильно не знают размера музыкального, где сильные доли, акценты. Очень много движений, которые не характеризуют наш крымско-татарский танец. И еще наблюдается
ассимиляция с культурами других народов. Наш крымско-татарский танец, может, связано это с укладом нашей жизни. Но все это влияет на развитие крымско-татарского танца. В последнее время очень много наблюдается, как явно, ярко вливается в наш крымско-татарский танец кавказская лексика. Она близка нам по духу, но она совершенно другая. И хочется сказать, отметить, что нужно знать истоки свои, оставлять свое лицо, знать наши обычаи, традиции, обряды. У нас танец очень уникальный, самобытный, и вот это мы теряем, понимаете, мы теряем вот эту вот идентичность своей культуры. Назире ханым, Қырым татар хореографиясының ән парлах тымсалжысы оларақ кімні айрыжа айта білесіңіз? Кто является примером для меня? Ну, хочу отметить, что я училась почти 9 лет в общей сложности. Мы проходили все разные виды танцев, и классика, и все другие предметы. Но, к сожалению, не было в Узбекистане крымско-татарского танца. Ну, это естественно, потому что мы как бы на чужбине, и этого очень не хватало вот в образовании, такой пробел. Но моя практика и опыт моей работы привели к тому, что я стала ставить танцы, которые передают нашу душу, наше видение к жизни. И для меня примером огромным это является наша уникальная, самобытная, это легендарная женщина, балетмейстер, народная артистка Таджикистана Ремзие Бакал. Мне посчастливилось с ней работать еще в Ташкенте в ансамбле «Хайтарма». И в 90-м году уже в Крыму, когда образовался ансамбль «Крым», с первого дня основания коллектива Ремзия Бакал стала балетмейстером, я артистка балета. И мне всегда было интересно наблюдать, участвовать в процессе хореографических постановок. Я всегда восхищалась ее знанием музыки, знанием фольклора. Ее каждый танец как мини-спектакль. Ну и благодаря сильному творческому составу, профессиональному, мы с успехом все ее идеи, мысли передавали на сцене. Я никогда не устану восхищаться этим человеком. Назире ханым, шымдыки вақытта Қырым ансамблі немен яшай ве бұл ел насыл кечті? Ну, хочу сказать насчет того, что этот год был очень многообещающим. Были очень большие планы, но пандемия скорректировала, внесла свои коррективы в процесс рабочий. Но хочу сказать, что ансамбль «Крым» работа не останавливалась. Было выпущено концерты онлайн. В этом году мы ездили на фестиваль Содружества. Это международный фестиваль под эгидой ЮНЕСКО, проходил он в городе Ростов-на-Дону. Ну и, конечно же, такое самое яркое событие этого года. Мы готовили юбилейный концерт ансамбля «Крым». В этом году нам 30 лет. Мы его сняли. Наш зритель имел возможность его просмотреть в режиме онлайн. На данный момент мы готовим еще одну новую программу. Это сюрприз. И в скором времени наш зритель увидит нашу работу. Назире ханым, шынды дерслеріңіз насыл кече? Анда ким қатнай? Я являюсь не только балетмейстером ансамбля «Крым». У меня уже 5 лет школа крымско-татарского танца «Назире и мир».
Набирала я первый год, школьный возраст, с 1 класса, это 7 лет. Но практика показала то, что наши дети очень талантливы. И вот это желание. У меня есть группы, которые уже с 4 лет. Как мне родители говорят, Назире Ханум, скоро, говорят, вы с роддома будете сразу брать к себе на занятия детей. Детей у меня немного. У меня не цель, чтобы проводить занятия вот, массово, потому что все равно каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Дети у меня ходят, вот кто с 4 лет, там сейчас по 9-10. Я преподаю, у меня в основе это классический танец, потому что без классического танца не может существовать ни одного другого. То есть невозможно танцевать на хорошем уровне, танцевать любой танец. Поэтому мои дети занимаются, у нас есть основы классического танца, это позиции ног, рук, шене. У нас есть партер, партерная гимнастика. И, конечно же, крымско-татарский танец. Основы я преподаю, положение рук, рассказываю детям, что означает проворот кисти у девушек, какие руки у мальчика, что они символизируют, как надо работать. Ну и, конечно, немаловажно заниматься и мастерством актера, потому что любой танец – это душа, она передает чувства, и надо, чтобы каждый ребенок понимал, что он танцует, откуда это движение. Это не просто набор, гимнастика, а что это разговор. Назире ханым, Кырым-татар хореографиясына қол тұтмақ үшін нелер yapmak керек? Я хочу сказать, что я состою в аттестационной комиссии от Министерства культуры, а также в составе жюри различных конкурсов, фестивалей. Я очень много езжу по Крыму и наблюдаю и понимаю, что если мы хотим вывести уровень крымско-татарского танца на хороший уровень, то нам необходима просто база. Как может состоять дом без фундамента? База – это тот фундамент, который дает развитие нашему танцу. База является, мы давно уже освещали эту тему, были круглые столы, нужно открывать школу искусств, крымско-татарскую школу искусств. У нас очень много талантливых детей. Они участвуют в конкурсах, фестивалях, занимают призовые места. И все. И на этом заканчивается. Надо дать будущее нашим детям. Потом не останавливаться на школе искусств. Обязательно нужно хореографическое училище. В данный момент у нас есть университет культуры и туризма, где есть отделение хореографии. Я поднимала этот вопрос завкафедрой Мининой Ольгой Михайловны по поводу того, что открыть в отделении хореографии класс крымско-татарского танца, потому что мы сталкиваемся с тем, что наши студенты заканчивают университет и, работая в домах культуры, работают с детьми и не знают, потому что мы живем в Крыму, естественно, у них в программах должен быть крымско-татарский танец. И от незнания, от безграмотности получается результат, который мы сейчас видим. Я не виню их. Работа с детьми – это очень большой труд. Но я считаю, что нужно выходить из положения. Надо решать эту проблему на государственном уровне, открывать школы, открывать отделения для именно крымско-татарского танца. Назире ханым, сөбет үшін чоқ сағылыңыз. Истина программамыз сонuna келді. Келечек ейін хақыдар сағлықнен қалыңыз.